Согласно космографической системе античного ученого Клавдия Птолемея, небесная сфера или круг зодиака делится на 4 треугольника, соответствующих 4 сторонам света. У каждого треугольника сектора Земли есть свой владыка, утверждает Птолемей. Владыка Северо-Востока является Сатурн. Зловредно влияние серпоносного Сатурна, писали средневековые ученые. Именно из этого угла появились и до сего дня являются суровые и жестокие племена, приводящие в смятение род человеческий. «И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли, ибо вот я призову все племена царств северных, и придут они». Книга пророка Иеремии. Распоясались, разгулялись бесы по России вдоль и поперек. Рвет и крутит снежные завесы выстуженный северо-восток. Обреченностью, бессилием перед неумолимым роком сквозит поэзия Серебряного века. Локомотив истории не может свернуть в сторону, тем более повернуть вспять. Он непременно прибудет к какому-то катастрофическому пределу. Таковы были предчувствия Максимилиана Волошина. Вейте, вейте снежные стихии, заметая древние гроба. В этом ветре вся судьба России. Страшная, безумная судьба. Поэты вглядывались в будущее, но там были лишь неясные образы. Зато прошлое давало яркие аналогии. Аттила, Чингисхан, Тамерлан, питомцы Сатурна, явившиеся с северо-востока для низвержения устоявшегося миропорядка. И был Авель пастырем овец, а Каин – земледелец. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Ветхий Завет. Книга Бытие. Не было и нет более народа, чья бы роль в мировой истории вызывала к жизни настолько многочисленные, настолько и противоречивые оценки. Положительные, отрицательные, восторженные и уничижительные. Последних было больше. Их обвиняли в милитаризме, агрессивности и вандализме. О ком идет речь? Речь идет о народах тюркской этнической общности и кочевниках вообще. Мы же хотим рассказать вам о гуннах, народе, оставившем неизгладимый след в истории Евразии. С тех пор, как Каин убил Авеля, потомки первого проповедуют социологическую концепцию, согласно которой земледельцы хорошие, а скотоводы – разбойники, с которыми нужно поступать по-каиновски, то есть истреблять. Вся вина Авеля и его потомков, согласно Библии, заключалась в том, что Господь благоволил им, а не Каину. Неудивительно, что христианская церковь именно в номадической культуре нашла свой идеал – образ доброго пастыря. Замысел Господний относительно людей и народов диалектичен. Если есть оседлые хлебопашцы, то должны быть подвижные скотоводы. Кочевники суши и кочевники моря освоили весь круг земель – Евразию, Африку, Америку, соединив между собой локальные цивилизации. Однако их перемещения порой превращались в катастрофические нашествия, приводившие к смене исторических вех.
Поэтому уже с древнейших времен видна склонность мистифицировать нашествие кочевников, видя в них действие перста Божьего. «Я призову все племена царств северных», говорит Бог Иеремии, а философ Владимир Соловьев вторит пророчеству. Панмонголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. Ровно кони бегут, их в порядке убор, лук в слоновой кости, из кожи тюленя колчан. Как же нам, что ни день, не сбираться в дозор? Гуннов с севера крепнет напор. Поэт Сяо Я. В третьем тысячелетии до Рождества Христова, когда фараон Джосер построил первую в Египте пирамиду, на границе древнего Китая появились варварские племена хуннов и динлинов. Историк II века до нашей эры Сыма Цянь, прозванный отцом китайской истории, писал: «Могущие владеть луком все поступают в латную конницу. Каждый занимается воинскими упражнениями, чтобы производить набеги. Молодых и сильных уважают, устаревших и слабых мало почитают». Император династии Ся немедленно выступил против воинственных соседей в поход. Китайцев неприятно поразила внешность пришельцев. Вот что писали китайские хроники о тюркских племенах, потомках гуннов и динлинов. Кыргызы телом все высокие и велики, с красными волосами, зелеными глазами. Усунцы обликом весьма отличны от других иностранцев западного края. Ныне тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами – суть их потомки. По мнению китайцев, они были похожи на обезьян. Я думаю все-таки, что в основе современных тюркских народов, в частности, если мы говорим о нашей территории, башкирах, то я думаю, что в основу лег тот пласт, связанный как раз с древними, как тюркскими племенами, скажем, древними тюрками, на которые наслоился иранский пласт. Вот это надо учитывать всегда, поскольку это очень четко видно в культуре и среднеазиатских народов, и казахов, и башкир, и других народов. Поскольку, возьмем, если период скифское время на Алтае, эпоха раннего железа, то возьмите пазырыкские курганы или другие курганы, то там в течение многих веков было же, скажем, древнее, выражаясь языком археолого-сарматское население, скажем, скифское население, которое не говорило, предполагается, на иранских языках. Расовый тип гуннов также был отличным от китайского. В китайских хрониках часто упоминаются хунские князья, имевшие стеклянные глаза, то есть глаза зеленого или голубого цвета. Их отличали высокие орлиные носы. Когда в 350 году в Китае началось восстание против гуннов, то, как сообщает хроника, погибло по ошибке много китайцев с возвышенными носами. Откуда пришли хуны и динлины, до сих пор остается тайной. Динлины являются предками древних тюркских народов – кипчаков, кыргызов, уйгуров, агузов и башкир. Динлины – это китайская передача названия Теле. Современные потомки динлинов – тувинцы, якуты, хакасы и телеуты – мало чем напоминают своих предков. И в этом мы видим наглядный урок истории о том, что расовый тип народов – субстанция, постоянно дрейфующая. Кто может сегодня сказать, какими станут россияне через 1000 лет, с учетом сегодняшних геополитических и демографических реалий? Монголоидами, негроидами или смесью всех рас? Более или менее постоянной категорией является язык и культура. Тюркские народы, потеряв в процессе этнических контактов свой первоначальный физический тип, все же сохранили язык, культуру и традиции. Около 1200 года до Рождества Христова, когда греки и ахейцы штурмовали Трою, а Моисей вел евреев по пустыне Синая, хуны на просторах современной Монголии и Забайкалья создают свое царство. Вскоре их натиск на Китай настолько окреп, что это нашло отражение в оде поэта IX века до нашей эры Сяо Я,
современника Гомера и библейских пророков. В свирепом напоре кидаются гуннов отряды. И нам торопиться навстречу кочевникам надо. Так царь свое войско в далекий поход высылает, чтоб в царстве его укрепились и мир, и порядок. К III веку до нашей эры спорадические набеги хуннов превращаются в систематические походы, с которыми китайские генералы не могли уже ничего поделать. Тогда император Цинши Хуанди решил вопрос кардинально. Он приказал построить крепостную стену вдоль всей северной границы. Стена длиной в 4000 километров ценой истощения всех ресурсов страны была построена, но толку от нее было мало, так как хунны все равно проникали внутрь Китая, и пограничные войска, как и прежде, вступали в горячие схватки с кочевниками, воспетые великим китайским поэтом Либо. Мчатся кони, быстрые, как ветер. Мы несемся, сотни храбрецов, с родиной прощаясь в лунном свете, чтоб сразить небесных гордецов. Китайская стена, как памятник фантастической нецелесообразности, стоит и по сей день, поражая всех своими циклопическими размерами. Рожденный небом и землей, поставленный солнцем и луною, хунский великий Шаньюй почтительно вопрошает: Сыма Тянь. Исторические записки. Как звучало его имя на самом деле, не знает никто. Отец китайской истории Сыма Цянь выразил его двумя иероглифами – «мо» и «дэ». В таком звучании он и вошел в историю. В конце XIX века синологи авторитетно предположили, что названные китайские знаки отражают тюркское слово «богатур», то есть «богатырь». За неимением лучшей этимологии будем довольствоваться тем, что имеем. В конце III века до Рождества Христова во главе хуннов стоял слабый князь Туман. С запада к ним примыкала сильная держава восточных арийцев – тахаров. По-китайски Юэджи. С востока – предки монголов. По-китайски Дун-ху. По требованию первых хунский князь отдал им в заложники своего нелюбимого сына от старшей жены Богатура. Сыма Тянь рассказывает. Туман хотел устранить старшего сына, а на престол возвести младшего, почему отправил Маде в Юэджи заложником. Как скоро Маде прибыл в Юэджи, Туман тотчас произвел нападение на Юэджи. Юэджи хотели убить Маде, но Маде выкрал аргамака и ускакал домой. Туман счел его удальцом и отделил ему в управление 10 000 конницы. Но Маде, то есть Богатур, не обманывался благоволением отца, ибо уяснил, как мало он дорожит его жизнью. И тогда Богатур стал готовить дворцовый переворот, ставший переворотом в истории всей Азии. Не теряя времени, он дисциплинирует свое потешное войско. Самое главное – неукоснительность следования его приказам, пусть даже жестоким. Приказав стрелять только вслед за своей свистящей стрелой, он выстрелил в своего аргамака. Кто мог предположить тогда, как много значит этот выстрел? Сыма Тянь рассказывает. Маде сделал свистунку и начал упражнять своих людей в конном стрелянии из лука с таким приказом: всем, кто пустит стрелу не туда, куда свистунка полетит, отрубит голову. Маде сам пустил свистунку в своего аргамака. Некоторые из приближенных не смели стрелять, и Маде, немедленно не стрелявшим в аргамака, отрубил головы. Спустя несколько времени Маде опять сам пустил свистунку в любимую жену свою. Некоторые из приближенных ужаснулись и не смели стрелять. Маде и сим отрубил головы. Следуя за отцом своим Туманом на охоту, он пустил свистунку в Тумана. Князь Туман мгновенно превратился в ежа. Так его тело было утыкано стрелами. Ибо уже никто
не смела ослушаться приказа молодого принца. Лев Гумилев писал: «Год 209 до нашей эры был для всего хунского народа роковым, решалась его судьба. Если бы не ум и энергия Моде, хунны истратили бы свои силы в военном наемничестве, как германцы и сомниты, или в бессистемных грабежах и истребительных войнах, как скандинавы и иракезы. За его свистящей стрелой устремились уже не охотники до чужого добра, а пассионарные воины, верящие в своего вождя и подчиненные сознанию долга». В 209 году до Рождества Христова Богатур провозгласил себя правителем хунов. Создав боеспособное войско, он в течение нескольких лет покорил племена Дунху, предков монголов, динлинов и кыргызов, а затем напал на государство тахаров и разгромил его. В 200 году до Рождества Христова хуны вторглись в пределы Китая. Навстречу им выступил император династии Хань Гао Цзу во главе 320-тысячной армии. Богатур окружил китайцев, и те капитулировали. Повелитель Поднебесный подписал договор мира и родства. Согласно договору, китайский двор обязывался выплачивать ежегодную дань, выдавать китайских принцесс за хунских князей и признавать державу хунов равной с Китаем империи. Отныне Богатур становился императором, так как Гао Цзу был принужден официально называть Богатура братом. Это был беспримерный успех. До сих пор ни один из варварских царей и не мечтал равняться с китайским императором. Богатур нарекся пышным титулом. Рожденный небом и землей, поставленный солнцем и луной, хунский великий Шаньюй. Ну а дальше потянулись годы упоения своим могуществом. Стареющий Богатур, видимо от скуки, заводит странную переписку с вдовой своего данника Гао Цзу, предлагая выйти за себя замуж. Приданным невесты, естественно, должен был стать весь Китай. «Вы, государыня, сидите одна на престоле», – писал Богатур вдовствующей императрице. «И я, одинокий, не имею никого рядом. Обоим нам скучно. Хотелось бы променять то, что имею, на то, что не имею». Гао Хэо пришла в сильный гнев. Она полагала казнить посланника и объявить войну хунам. Но Гибу сказал: кочевые иноземцы подобны зверям. Их добрым словам не нужно восхищаться, их обидным словам не следует огорчаться. «Хорошо», — сказала Гао Хэо и приказала написать письмо Маде. «Государь не забыл меня, возглавляющую бедное владение, и удостоил письмом. Я стара годами, моя душа одряхлела, волосы и зубы выпали, походка утратила твердость. Вы, государь, неверно слышали обо мне, вам не следует марать себя. Я, стоящая во главе бедной страны, не виновата и должна быть прощена за отказ». Понятно, что истинным мотивом, заставившим молодую вдову притворяться старухой, было нескромное желание Богатура присоединить к своим владениям целый Китай. Но Богатуру и этого было достаточно. Вдовствующая императрица называет Срединную империю бедным владением, а сама просит у него прощения. Никогда в своей истории китайские владыки так не унижались перед северными варварами. Достигнув небывалого величия, император хуннов умер в 174 году до Рождества Христова. Преемники Богатура продолжали завоевательную политику. Они совершали походы в Китай, покорили на западе царства Юшин и Кангар. Хунская держава теперь тянулась от Желтого моря до Аральского. Китайские интеллигенты тяжело переносили подчинение их страны хунам и в бессильной злобе мелко мстили им. Для написания их этнонимы использовали иероглифы хун и ну, что означало «злой раб». Но китайская поэзия окрестила их небесными гордецами и воспела их военный гений. Поэт Либо посвятил этому немало ярких строк. Мы не забыли прошлогодний бой, бой, отгремевший за Саньгань рекой. А ныне снова в бой ушли полки, чтоб драться в русле высохшей реки. Для гуннов бой, как пахарю пахать. Белеют кости на полях опять. Всю ночь сигнальные огни горят, и за отрядом в бой идет отряд.
Но, как и раньше, кончен ратный труд, и кони, сбросив мертвецов, бегут, и коршуны пируют день и ночь, и никого, чтобы прогнать их прочь. В свое время Лев Гумилев задался сакраментальным вопросом, почему китайцы не проникли в Европу, и сам же на него ответил, воскликнув: «Какое счастье, если подумать, что китайцы не добрались до Европы на рубеже нашей эры, а ведь могли, если бы их не задержали хунны, главный противник империи Хань. Хунны, тюрки, а позже монголы остановили агрессию Китая на запад, и в этом заслуга степных народов перед человечеством». В самом деле, хунская держава более 300 лет сдерживала Китай, но в конце концов развалилась на две части – южную и северную, враждебные друг другу. Но не китайское оружие сломило хуннов. После громких побед над Китаем гунны стали получать в виде дани баснословное количество материальных благ. Но всякая дармовщина действует разлагающе. В те времена шелк был предметом роскоши. В Римскую империю он поступал из Китая, пройдя тысячи километров по Великому шелковому пути. Рим тратил тонны золота на прихоти богатых гетер и патрицианок. Хунны получали шелк бесплатно. Таким же образом в виде дани поступали зерно, рис, мука. Экономика хунской державы была подсажена на иглу китайского импорта. Сначала у хуннов пришло в упадок земледелие, так как не выдержало конкуренции с дешевой продукцией сельского хозяйства Китая. А затем пришли в упадок ремесла и металлургия. Экономическая зависимость привела к зависимости политической и культурной. Часть хуннов решила покориться Китаю, но другая часть предпочла дикую волю. Против них были брошены войска. Война была неравной. Хуннов ловили и истребляли как диких зверей. И тогда непримиримые северные хунны двинулись в свой легендарный западный поход. Вот весь Восток задрожал при внезапно разнесшихся вестях, что от крайних пределов Меотиды вырвались раи гуннов, которые летали туда и сюда на быстрых конях, все наполняя резней и ужасом. Евсевий Иероним. Церковная история. В год, когда родился Иисус Христос, весь Старый Свет был поделен между несколькими державами. На западе Евразии владычествовала Римская империя, на востоке Китайская империя Хань. Севернее Китая, от Тихого океана до Алтая, лежала империя Хунну. Индия находилась под властью Кушанского царства. В Иране правила Парфянская династия, а евразийские степи от Алтая до Дуная условно объединялись под названием Туран. Индию, Иран и Туран населяли близкородственные арийские племена. Сначала хунны сокрушили державы кочевых арийских племен, царства Тахар, затем Уйшин и Кангар. Впереди лежал последний бастион арийского Турана – Алания. Во II веке от Рождества Христова с территории Скандинавии явились германцы и создали Остготское королевство, простиравшееся от берегов Балтики до побережья Крыма. Такова была карта мира перед вторым актом хунской эпопеи. Оторвавшись от погони, северные хунны на 200 лет исчезли с поля зрения современников. Они укрылись на просторах Сибири, Поволжья и Южного Урала. Посол Франции ко двору монголов Вильгельм де Рубрук впоследствии писал: «Из этой земли Паскатир, то есть Башкирии, вышли гунны, а впоследствии венгры, а это, собственно, и есть Великая Венгрия». Центр формирования гунской державы находился в Восточном Приоравле, и границы ее непосредственно соприкасались с территорией Южного Урала. Вот те 200 лет, когда гунны собирались силами для движения на восток, вернее на запад, эти 200 лет, они тоже отразились на, скажем, местном населении, которое проживало в то время при Урале. Вот во всяком случае, с точки зрения археологии, можно говорить о том, что непосредственно соприкосновение границ привело к тому, что то сарматское население, которое проживало в степях при Урале,
оно было вынуждено, те, которые, естественно, не могли оказать сопротивление, отойти или на запад, или дальше на север. Вот, одним из таких событий отражают материалы, ну, скажем, того же сейчас достаточно широко известного Старомуштинского могильника. На просторах Южного Урала и Поволжья небольшая группа хунов набирала силу, готовясь к новым походам. Матерями нового поколения хунов были женщины арийских и угорских племен, ведь, уходя от китайской погони, воины лишились почти всех своих женщин. Но археологи все-таки предполагают по захоронениям, под курганным захоронениям, такие вот, ну, типичные триады, гунская, скажем так, там котлы имеются, сложные составные луки, погребения в двойных гробах попадаются, дощаты, там, перекрытия остовами, там, телег и так далее. По ним еще можно судить, что они все-таки на Урале у нас, на территории Башкирии были и за Урале. Салиховский курганное захоронение, оно все-таки, я думаю, считается вот, гунно-сарматским, поскольку там тип несколько отличается от старомуштинских местных и от новомурапталовских, старокишкинских. То есть они более ближе по типу деформации к зауральским. И, возможно, это как раз и были сами вот как раз вот смешанное гунно-сарматское население, которое впоследствии и пошло на запад. Но если говорить о самой деформации, то это очень интересный феномен в истории кочевых народов, поскольку на огромных пространствах расселялись родственные кочевые группы населения, чтобы как-то друг от друга выделяться. То есть это типа было как паспортная визитная карточка человека, каждый род делал свою деформацию. Вот примерно вот такие черепа были. Вот они налицо типичные европеоиды, поскольку вот резко выступающий нос, низкие орбиты, низкие глазницы, средне-высокое лицо, выраженный профиль. То есть типичный такой европеоидный признак, комплекс признаков такого такого андроноидного типа. И на ней очень хорошо, четко видна вот искусственная деформация путем наложения повязки. Вот ременная повязка накладывалась вот в круговую, благодаря чему ребенка накладывали в возрасте где-то 4-5 лет. И по мере роста, даже позже накладывали, череп вытягивался, поскольку повязка не давала ему расти в ширину. И форма черепа приобретала ту форму, которая была характерна для данной родовой, скажем, общины и для данного племени. То есть это было своеобразного рода паспортом, удостоверением личности каждого рода. Была деформация, допустим, башенного типа, она уходила вверх, то есть это для других племен. Вот башенный тип, он был характерен как раз для больше среднеазиатских кочевников. Ну, были деформации другого типа. Вот это, здесь вот видно уже теменно затылочная деформация. Вот здесь тоже мужской череп, он такой, очень такой грацильный, это более такой средиземноморского типа. Вот это череп. И вот здесь уже видно, здесь уже теменно затылочная деформация. Вот повязка накладывалась так, и череп вытянулся немножко вверх, как говорится. Это другой тип, то есть это из другого племени. Двухвековые скитания по просторам Сибири, Урала и Поволжья привели гуннов к культурному регрессу. У древних хуннов была стройная государственная организация, хорошо разработанные законы, у них имелись города и поселки, население которых занималось земледелием, металлургией и торговлей. У них была даже своя письменность, разработанная на основе индийской графики. Если бы не внешние факторы, то держава Хунну вскоре, скорее всего, превратилась бы в заурядную Восточную империю. Однако Богу было угодно предначертать им иную судьбу – судьбу потрясателей Вселенной. В северных степях гунны утратили многие свои достижения. Единственное, что они не разучились хорошо делать, так это воевать. В 360 году от Рождества Христова гунны обрушились на Аланию. Началась тяжелая война, длившаяся 10 лет. Аланские всадники в чешуйчатой броне, с длинными копьями на цепях, прикрепленных к шее боевого коня, представляли собой грозный род тяжелой кавалерии, сметавший все на своем пути, даже римские легионы. Готский историк VI века Иордан пишет: аланов
хотя и равных им в бою, но отличных от них общечеловечностью, образом жизни и наружным видом, подчинили себе, обессилев частыми стычками. Гунны ростом невелики, но быстры проворством своих движений и чрезвычайно склонны к верховой езде. Они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. При человеческом обличии живут они в звериной дикости. Когда с Аланией было покончено, гунны вышли на Таманский полуостров, завоевали города Боспорского царства и остановились. Путь на запад им был незнаком. Перед ними была Миотида, то есть Азовское море. Его можно было обогнуть с севера, но гунны этого не знали и не предполагали, что всего в нескольких километрах по ту сторону Керченского пролива в Крыму расположено королевство Остготов. Церковный историк V века Сазамен пишет, что однажды преследуемый оводом бык перешел через озеро и за ним последовал гунский пастух. Увидев противоположную землю, он сообщил о ней соплеменникам. Другой автор V века Зосима поясняет: «Я нашел такое свидетельство, что Киммерийский Боспор, то есть Керченский пролив, занесенный илом из Танаида, дал им, гуннам, возможность перейти сухим путем из Азии в Европу. Таким образом, гунны, следуя за быком, перешли вброд Керченский пролив и нашли дорогу далее на запад». Мотив обретения гуннами новой родины при помощи животного, а конкретно быка, нашел свое яркое отражение в башкирском сказании Кунгур-Буга. Кунгур-Буга, то есть бурый бык, выводит героиню башкирского сказания в родные края, связь с которыми была потеряна в результате нашествия, как говорится в предании, хунских турок. Башкирское предание Кунгур-Буга, перепутав причины со следствием, парадоксальным образом сохранило отголоски гунского фольклора, который есть все основания связывать с севером Башкирии, а конкретно с территорией проживания башкирского племени Унлар. Упоминание в сказаниях хунов, а также мотив обретения родины посредством быка, ведомого божеством, все это говорит в пользу гунского происхождения сказания Кунгур-Буга. Менің фикірімше енді арулары баяқларға күн жақтан келгендер деп ойлаймын. По моему мнению, племя Унлар в эти края пришло с востока. Об этом говорится в башкирском эпическом сказании Кунгур-Буга. Там описывается, как Миней-Батыр сражается с хуннами. Имя Миней само за себя говорит. Означает человека, пришедшего с реки Ай. Как говорится в сказании, хунны дорогой Кунгур-Буги пришли в эти места. Много стран они прошли. Как мне кажется, в разные времена они входили в состав различных государств. Сказание Кунгур-Буга можно условно назвать песнью гунны, где описывается дорога на родину. Ведомые чудесным быком, гунны переправились в Крымский полуостров и обрушили свою ярость на готов. Иордан рассказывает: Германарих, король готов, хотя, как мы сообщили выше, и был победителем многих племен, призадумался, однако, с приходом гуннов. Баламбер, король гуннов, двинулся войной на ту часть готов, которую составляли остроготы. Между тем Германарих, престарелый и одряхлевший, страдал от раны и, не перенеся гунских набегов, скончался на 110-м году жизни. Иордан единственный, кто оставил нам обстоятельства войны с аланами. Имя вождя гуннов Баламбера или Баламира, Булумера, существуют разные прочтения имени. Удивительно, но этого Баламбера упоминают башкирские источники. Шежере, опубликованный в начале 20 века журналом «Башкирский аймак», утверждает: башкирский народ произошел от многих предков. Часть башкир связывают себя с турками, другие с хунами, третьи с Аланжа-ханом, Агус-ханом, а также с уйгурским Куль-Тигином. Башкирский род Минг связывают себя с ханом хунов Баламиром. Интересные сведения о городе Беляре приводят
русский писатель начала XIX века, краевед Петр Кудряшов. Башкирцы рассказывают, что на том самом месте, где находится ныне пригородок Белярск, прежде был булгарский город Булумер или Буляр, в котором имел пребывание один из храбрейших государей. Сей государь одержал многочисленные и блестящие победы над разными народами. Исходя из выше приведенных сведений, очень соблазнительно связывать название Буляр с именем одного из самых величайших гунских вождей Баламера. Возможно, именно отсюда, из степей Прикамья и Приуралья, гунны начали свой победный поход на запад. Римский историк IV века Амиан Марцелин одним из первых засвидетельствовал появление на границах империи неведомого народа. День и ночь они проводят на коне, занимаются куплей и продажей, едят и пьют, и, склонившись на крутую шею коня, засыпают и даже видят сны. Когда приходится им совещаться о серьезных делах, то и совещания они ведут, сидя на конях. Члены тела у них мускулистые, шеи толстые, они имеют чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей. При столь диком безобразии человеческого облика они так закалены, что не нуждаются ни в огне, ни в приспособленной ко вкусу человека пище. Сокрушив аланов, готов и антов, гунны вышли к границам Римской империи. Другая часть гуннов, прорвавшись через Кавказские ворота, совершила опустошительный поход на ее восточные провинции. Так называемые белые гунны, эфталиты, вторгаются в Иран. Затем белые гунны под предводительством Тарамана и Михиракулы покорили Индию. Несколько ранее описываемых событий южные хунны, оставшиеся в Китае, подняли восстание и захватили весь Северный Китай, основав там свою империю Северная Хань. Казалось, весь мир пал к ногам дикого гунна. До покорения всего мира оставался последний шаг. Оставалось сокрушить Рим. Был он мужем, рожденным на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому жребию, наводил на всех трепет, широко известный повсюду страшными о нем представлениями. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Вторжение гуннов вызвало страшный переполох среди готов, которые, бросившись к границам Римской империи, только усилили смятение среди варварских германских племен. Их хаотическое движение получило название «Великого переселения народов». Рим уже едва справлялся с давлением этого потока. Но вот в 445 году королем гуннов был избран Аттила, опустивший занавес последнего акта римской истории. Сам Сатурн, он же Кронос, бог всепожирающего времени, с косой в руках пришел сказать Риму, что его дни сочтены. Имя Аттила, по мнению большинства ученых, происходит от слова «Атил», угорского термина, обозначавшего реку вообще и Волгу в частности. В башкирской топонимии этот термин отразился в названиях рек Белый, Ак-Эдель, Уфимки, Кара-Эдель, Демы, Кук-Эдель. До Аттилы гунны почти 50 лет хозяйничали в Европе. Их участие в делах Римской империи заключалось в том, что они за римские деньги усмиряли то одних, то других варваров. За это они получали чины, и считалось, что состоят на службе у римского императора. Аттила I из предшествующих гунских вождей решил проводить самостоятельную политику. Вскоре его держава объединила громадные пространства земли от Волги до Рейна и от Балтийского моря до Дуная. Будучи искусным дипломатом, он использовал любой предлог для возвеличивания статуса своей державы до уровня Римской империи. Римская империя была разделена на две части – восточную и западную. В 447 году Аттила, прикрываясь формальным поводом о выдаче ему гунских перебежчиков, двинул свою армию на Константинополь. В нескольких сражениях римские войска
были разбиты. Восточный римский император Феодосий II капитулировал, обязался платить огромную дань и согласился на аннексию земель империи южнее Дуная. Амиан Марцелин рассказывает: «Иной раз, будучи чем-нибудь обижены, они вступают в битву. В бой они бросаются, построившись клином, и издают при этом грозный, завывающий крик. Легкие и подвижные, они специально рассеиваются и, не выстраиваясь в боевую линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому что издали ведут бой стрелами, а сойдясь в рукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами». После победы над Восточной Римской империей настал черед Западно-Римской империи. Поводом для нападения стала сестра западно-римского императора Валентиана III Гонория. Пытаясь освободиться от опеки брата, взбалмошная принцесса написала Аттиле письмо, в котором изъявила желание выйти за него замуж. Валентиан, естественно, не мог на это пойти, ведь в качестве приданого Гонория пообещала половину империи и заточил сестру в монастырь. Гунскому императору этого только было и нужно. Он собрал армию и двинулся освобождать принцессу, но почему-то не в Италию, а в Галлию. В 451 году на Каталаунском поле на территории современной Франции гунны встретились с римской армией под командой полководца Аэция, последнего доблестного римлянина. Перед битвой Аттила произнес речь: «После побед над таким множеством племен, после того, как весь мир, если вы устоите, покорен, я считаю бесполезным побуждать вас словами, как несмыслящих, в чем дело. Что же иное привычно вам, кроме войны? Что храбрецу слаще стремление платить врагу своей же рукой? Насыщать дух мщением – это великий дар природы. И я первый пущу стрелу во врага. Кто может пребывать в покое, если Аттила сражается, тот уже похоронен». Началась кровопролитная битва, какой еще не видел тогдашний мир, за что она и получила название «Битвы народов». С обеих сторон было по 200 тысяч человек, но победа не досталась никому. Аттила отступил, а Эций его не преследовал. Иордан рассказывает: «Римляне решили, что победа на их стороне, а зная, что Аттила станет избегать войны лишь в том случае, если действительно будет уязвлен тяжелым поражением. Однако он не делал ничего такого, что соответствовало бы повержению в прах и униженности. Наоборот, он брецал оружием, трубил в трубы, угрожал набегом. Он был подобен льву, прижатому охотничьими копьями к пещере и мечущимся у входа в нее. Уже не смея подняться на задние лапы, он все-таки не перестает ужасать окрестности своим ревом». На следующий год Аттила вторгся в Италию, разрушил неприступную до той поры крепость Аквилею. Затем одна за другой пали Мантуя, Верона, Милан, Бергамо. Впереди лежал вечный город Рим. Но тут случилось небывалое в истории. Завоеватель добровольно отказался от упавшей к его ногам добычи. Аттила остановился на подступах к вечному городу. Собрался сенат, затем состоялся общий сбор граждан Рима, на котором было решено послать гуннам папу римского Леона I, известного в истории церкви как Леон Великий или Святой. Состоялась встреча. Никогда не будет известно, о чем говорили Аттила, самый могущественный государь того времени, и наместник Бога на земле, папа римский. Аттила лишь сказал, что для него было большой честью принимать самого мудрого человека в мире. На следующий день Аттила отдал приказ об отводе своих войск из Италии. Тем не менее, император Валентиан III признал себя данником Аттилы, который достиг апогея своего могущества. Могущества, о котором не мог и мечтать ни один из монархов, живших до него. При жизни Аттила не сомневался в том, что является орудием Божьей кары. Когда гунны подошли к французскому городу Труа, им навстречу вышел епископ святой Луб и спросил их предводителя: «Кто ты?», на что получил ответ: «Я Аттила,
бич гнева Божьего. Тутлуб, взяв коня его за узду, вел Аттилу с войском в город, сказав: «Добро пожаловать, бич гнева Божьего». Аттила пощадил город. В следующий раз он также благосклонно отнесся к просьбе папы римского Леона I пощадить Рим. Средневековый автор Матвей Миховский в своем трактате о двух Сарматиях рассказывает, что воины Аттилы после этих случаев говорили, что Аттила никого не боится, кроме двух животных – волка и льва, намекая на двух епископов, ради которых он пощадил народ. Дело в том, что луп на латыни значит волк, а леон – лев. Итак, только священнослужители высокой степени нравственности имели на него влияние, а сами они называли Аттилу орудием Божьей кары, бичом Божьим или молотом вселенной. Средневековые европейские художники придавали портрету Аттилы черты фавна, но Иордан дает ему иное описание. Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодвижениями обнаруживал высоко вознесенное свое могущество. Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силен здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. Западно-Римская империя, до основания потрясенная нашествием гуннов, вскоре пала. Гунны во главе с Аттилой оставили о себе память почти эпическую. Короля гуннов Эцеля знает германская сага о Нибелунгах, а исландские сказания о канунге хуннов Атле викинги пели даже в далекой Гренландии. Короли Венгрии и цари Болгарии считали себя потомками хана Аттилы. Гунны совершили небывалый в истории поход, пройдя с боями от Тихого океана до Атлантического. В VI-XI веках по пути гуннов пойдут другие обитатели треугольника Сатурна – тюрки. В XIII – монголы, а затем сельджуки и турки-османы. Их нашествия изменили ход истории и сам лик земли. Русские поэты Серебряного века видели себя в качестве воятелей нового мира, который воздвигнется на развалинах старого. И как тут не сравнить себя с Аттилой, вернее, с его романтическим образом обновителя истории. И вот уже поэт Вячеслав Иванов бросает восторженный призыв своим коллегам. Художники, пасите грез ваших табуны, минуя всколосите и киньте целины, и с вашего раздолья не зриньтесь вихрем орд на нивы подневолья, где раб упрягом горд. Топчи их рай, Аттила, и новью пустоты взойдут твои светила, твоих степей цветы. Максимилиан Волошин весь противоречивый исторический путь России, приведший к революции, объясняет дуновением северо-восточного ветра, влиянием серпоносного Сатурна, пожирающего своих детей. В этом ветре гнет веков свинцовых, Русь малют, Иванов, Годуновых, хищников, опричников, стрельцов, свежевателей живого мяса, чертогона, вихря, свистопляса, быль царей и явь большевиков. Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя жгучий ветер полярной преисподней. Божий бич, приветствую тебя. Через год после своего итальянского похода Аттила скончался. Смерть его связывают с его последней женитьбой на бургундской красавице Ильдико. Согласно германской версии саги о Нибелунгах, именно она убила во время брачной ночи всемогущего повелителя Европы в отместку за страдания своего народа. Но есть больше оснований доверять версии историка Иордана, писавшего свой труд по свежим следам эпохи Аттилы. Судя по рассказу, император гуннов умер во время брачной ночи от кровоизлияния. По свидетельству многих авторов, у него часто шла кровь носом. Иордан рассказывает. Среди степей в шелковом шатре поместили труп его. Отборнейшие всадники всего гунского племени объезжали кругом. При этом они в погребальных песнопениях так поминали его подвиги.
великий король гуннов Аттила, ты, который с неслыханным дотоле могуществом овладел скифским и германским царствами, поверг в ужас обе империи римского мира и принял от них ежегодную дань, и со счастливым исходом, совершив все это, скончался не от вражеской раны, не от коварства своих, но в радости и веселье без чувства боли. Кто же примет это за кончину, когда никто не почитает ее подлежащей отмщению? Ночью тайно труп предают земле, накрепко заключив его в 3 гроба – золотой, серебряный, железный. Затем гунны запрудили реку Тису, на дне обнажившегося русла гроб закопали, а затем пустили в воду. И река навсегда покрыла могилу легендарного потрясателя Вселенной. После смерти Аттилы его держава развалилась на части. Гунны, составлявшие абсолютное меньшинство в своей державе, были вынуждены покинуть Европу и откатиться назад, в степи Причерноморья, Северного Кавказа, Поволжья и Урала. Когда умер Аттила, шел обратный отток гуннов. Во всяком случае, это утверждает Гумилев, это утверждает ряд других исследователей. Во всяком случае, этот обратный отток чисто археологически фиксируется появлением тех погребений в Центральном Казахстане, в Киргизии, которые могут позволять так именно утверждать. А вот наиболее такой мощный отток этого населения и оседание его компактное произошло на территории Южного Урала. Амиан Марцелин рассказывает. Они кочуют по горам и лесам, с колыбели приучены переносить холод, голод и жажду. Никто из них не может ответить на вопрос, где он родился, зачат он в одном месте, рожден вдали оттуда, вырос еще дальше. Куда занесла судьба гуннов далее и остались ли у них потомки? Ученые считают, что башкирское племя Унлар является потомками гуннов. На чем основано это утверждение и какая связь между словами гунны и Унлар? Дело в том, что термин гунны или хунны возникает в довольно поздней латиноязычной литературе, тогда как в более древние античные авторы использовали термин унной, то есть унны. Аналогично этому монгольское название гуннов звучит как унгут, где гут является показателем множественности корня ун. Таким образом, греческое унной, монгольское унгут является всего лишь калькой или переводом тюркского слова унлар. Башкиры племя Унлар проживают в современном Караидельском районе республики. Исторические источники называют имя гуннов почти одинаково. Хунну по-китайски, унной по-гречески, на латыни хунни или унни, унгут по-монгольски. Башкирский вариант этого этнонима звучит как унлар. Аул Якуб, Караидельский район Башкортостана. Здесь живут потомки потрясателей Вселенной, гуннов, башкиры рода Унлар. Село самое старое в районе. По преданию, его основу заложил некий исламский проповедник Туй Мухаммед, или попросту Туиш Баба. Наш аул по-другому называется Туиш, или каменная мечеть. Название Туиш дано по имени старца Туй Мухаммеда. Элек, бек бұрынғы заманнарда Урта Азия якларынан бір изге кеше яки... В давние времена из Средней Азии в эти места прибыл святой старец Туй Мухаммед. До своего прибытия сюда он побывал в разных местах, но в конце концов остановился именно здесь. Как и когда башкиры рода Унлар, потомки гуннов,
поселились в этих местах, с достоверностью трудно сказать. Сами себя они считают древними насельниками севера Башкортостана. Исторические источники дают право утверждать, что башкирский род Унлар ведет свое происхождение не от гуннов Атила, а от среднеазиатской ветви этого племени. Сегодня потомки унгутов, унларцы, проживают в ауле Упканкуль Аскинского района, в аулах Якуб, Юлдаш, Халил, Туюш, Акбуляк, Енсаид, Абдулла. Bizning Yakup oğlunun tarihi Unlar neslinden kile. Şu Qorayдil районы bulmasın Бирский. История нашего аула Якуб берет свое начало от племени Унлар. Во всем Карайдельском, Мишкинском, Бирском районах это самое древнее село. Земли нашего аула достигали Юрюзани, Мишкинского района. Все это земли башкирского рода Унлар. Мына Якуб авылы ул үзе Унлар рухундан, аны затыннан килеп чыкканнары бар. Оның ана шу Якуб авылының халкының нәселләре, урулары иң башта менің нәселимдә булган, ата-инәсе. Моннан килеп чыкканнар бу авылдан. Аның малайлары Акбуляк, менә безнең белүебезчә олы бабайлар шулай әйтә торганнар, алар правдайды хәзер. Акбуляк, Халил, Енсаид, Абдулла уллары. Ана шу значит теге үзенең хезмәтендә аталары шушы улларын башка саргандар, башка сагарып торганнар. Ана шу авылларга шул малайларның исемен биреп торганнар. Наш аул Якуб произошел от башкирского рода Унлар. От населения аула Якуб отпочковались затем аулы Акбуляк, Халил, Енсаид, названные так по именам сыновей основателей аула Якуб. Многое стерлось из исторической памяти башкирского рода Унлар. Но все равно унларцы всегда помнили и продолжают помнить о своем происхождении. В детстве я слышала от матери легенду об основании нашего аула. На основе легенды я написала стихотворение, которое называется «Каменная мечеть». Туюш бабай түзүгөн аны, итегинде таш ташып, байкы суын кисеп йөргән, батмаган суга басып. Килсәң якты өмет белән, барлап нәсел тамырын, син белерсең буыныңның үткән хатирәләрен. Разрушение и созидание идут рука об руку. Не поэтому ли наше ожидание Спасителя в той же степени трепетно, как тягостно ожидание бича Божьего? Это ожидание вечно во веки веков. Через 1000 лет оно будет не менее напряженным, чем в стихах Валерия Брюсова. Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром? Слышу ваш топот чугунный по еще не открытым помирам. На нас ордой опьянелой рухните с темных становий, оживить одряхлевшее тело волной пылающей крови.